Всем привет, друзья! И снова пятиминутка от Алима. Сегодня я за несколько минут постараюсь рассказать о замечательном автомобиле Nissan X-Trail. Второе поколение, рестайлинг, конец 2014 года. Сегодня мы на нем едем, и нам очень нравится. Ну что хотелось бы сказать. Данная модель автомобиля предлагается нам в двух комплектациях, SE и LE. Отличаются они, естественно, так, извините за тавтологию, напичканностью, то есть комплектациями. Предлагается в этом автомобиле у нас комплектация с бензиновыми и дизельными двигателями. Бензиновые 2-литровые, 2,5, коробки автомат, вариатор и механика, а дизель 2 литра на чистом автомате. Вот, что хочется сказать про комплектацию. Комплектации очень разные. Что самое необходимое, я думаю, для комфорта, это кожаный салон. Вот тут есть у нас кожи, может, у нас нет в данном случае. Есть у нас панорамная крыша, также 4 камеры обзора, круговой обзор, рейлинги на крыше с туманками. Интересная игрушка, конечно. Вот, навигация, монитор, там, что еще здесь, там, датчики света, дождя, это понятно, круиз-контроль, Bluetooth, как я уже сказал, навигация, там, панорама, кожаные салоны, регулировка сидений. Вот здесь, кстати, нету регулировки сидения. Вот. Но есть круиз, есть мультируль, есть обзор, есть рейлинги, есть панорама. В некоторых комплектациях это не предлагается, поэтому тяжело, в общем-то, угодить, как говорится. Когда есть полная комплектация, естественно, что это в стоимость входит все, и стоимость становится немножко дороже. Что можно сказать о данном автомобиле по поводу качества? Таких явных жалоб на автомобиль среди пользователей, среди владельцев и бывших владельцев автомобиля не наблюдается. В общем-то, 2-литровые моторы достаточно динамичные относительно, естественно. Все познается в сравнении, но этого мотора, вот у нас 2 литра на вариаторе бесступенчатом, вполне хватает. Хватает и на обгон, и хватает и по трассе, и в городе, везде. Абсолютно достаточно. Те, кто любят немножечко побыстрее разогнаться, вообще такую активную, интенсивную езду, 2,5 будет им в самый раз, конечно. Вот. Что еще? По поводу коробки. Также, единичные случаи встречаются, когда вариатор, может быть, подводит, да, и вызывает какие-то проблемы, неприятности. Но, опять же, это единичный случай, очень редко это наблюдается. То есть, в целом, машина простая, машина не замороченная, никаких подводных камней, сложностей в ней нету. Обычные моторы, обычные коробки, неприхотливые. Вот, никаких турбин, никаких проблем. Вот, то есть можно брать, смело ездить и не переживать. Вот, что понравилось особо, что данный автомобиль со своими конкурентами в сравнении мне показался гораздо мягче. Гораздо мягче. Эта машина, она мягенькая, она плавная, она спокойная. Да, автомобиль может быть не для интенсивной такой, не для быстрой езды. Вот. У нас здесь 141 лошадь. 2,5, кстати, 169 лошадей. Здесь у нас 141 лошадь. И этого вполне хватает. Абсолютно. Естественно, что может быть 2,5 будет легче ехать на обгон. В общем, разгоняется, возможно, быстрее. Да? Вот. Ну и здесь тоже при обгоне никаких трудностей
не возникает. То есть вполне хватает 2 литра этой машине и для комфортной езды, по-настоящему комфортной. Не для того, чтобы из нее выжимать, там, гонять, газовать, там, нет. Для ее спокойной, комфортной езды, для чего и рассчитан этот автомобиль, 2 литра, в принципе, хватает. Вот. Как я уже сказал, автомобиль себя комфортно чувствует при спокойной езде. Ее скорость, опять же, чтобы себя комфортно чувствовали пассажиры и водители, это 100, 110, 120 км в час на трассе. И вообще это, ну, просто кайф. Едет автомобиль, и пассажиры, и водитель все отдыхают, никто не напрягается. Вот. Что, может быть, не понравилось, так, из минусов сказать. Ну, простенький, конечно, салон. Вот садишься, так все строго. Друзья корейцы, конечно, больше интереснее делают салон. Все так блестит, горит. Здесь же такого нет. Здесь все строго, все по нужде. То, что надо, оно все есть, оно все освещается, все хорошо, все удобно, все под рукой. Вот. Вот такой вот момент. Что еще мне здесь не нравится? Немного шумновато в салоне. Шумоизоляция, конечно, немножечко хотелось бы, чтобы она была чуть на лучшем более уровне. Ну, так, наверное, все. До новых встреч. Всем пока.